Mercedes S-класса ждали как бюджетную иномарку. По крайней мере, каждый второй комментарий к нашему видео на YouTube был, будет ли 222 и когда. Словно полстраны ездит на флагманских Mercedes. И это недалеко от истины. За прошлый год Mercedes смог продать аж 1600 люксовых седанов. Заметим, на излете карьеры. Mercedes наконец-то нашел свою стилистику, определился с фирменным почерком светодиодных огней и, что греха таить, сделал эффектный автомобиль. Машина стала крупнее предшественника, но за счет интересного дизайна выглядит она компактнее. Размеры скрадывает спортивная дуга крыши и рельефная штамповка. А вот спереди наоборот, крупная решетка облицовки радиатора делает машину представительнее. Он снова поднимает планку дизайном, технологиями, экономичностью и, конечно, уровнем комфорта. Конкуренты называют его рестайлингом, но здесь, по-моему, этого совсем не слышно. В принципе, у противников есть свой аргумент. По внутренним документам 222 проходит как видоизмененный 221. И это связано в первую очередь с новым хладагентом, который Mercedes воспринял не так хорошо, как многие другие производители, и пока решил с ним повременить. После громких случаев самовозгорания автомобилей немцы решили использовать новый хладагент только вместе с системой пожаротушения. Но разработать и внедрить ее попросту не успели. Поэтому и пошли на такую хитрость. И в реальности 90% деталей абсолютно новые, включая платформу, на которой создавался автомобиль. Мерседесовцы построили новый S-класс на 3 столпах. И один из них — это экономичность. Поэтому, естественно, здесь установлена система старт-стоп, которая глушит двигатель каждый раз при остановке на светофоре или в пробке. И это чуть ли не первый случай, когда она работает так, как надо. Не слышно и не видно, запуск мотора мгновенен, никаких вибраций и задержек начала движения. В результате честный расход в городе в районе 16 литров на сотню. С мотором 4,7 литра и турбонаддувом. По-моему, неплохо. Второй столб — безопасность и технологии. Главное новшество находится вот здесь, в стереокамере. Теперь в Мерседесе научили все те датчики и технологии, которые уже использовались, новым трюком. Камера определяет все то, что происходит на дороге, может опознать неровность или яму и в реальном времени подстраивает настройки подвески под эту ситуацию. Система под названием Magic Body Control может одновременно отслеживать до 20 неровностей, регулируя жесткость амортизаторов под каждую из них. И так, вплоть до скорости 130 км в час. Забавно, что с этой системой машина оснащается не пневматической, а гидравлической подвеской. Поэтому в целом S-класс с Magic Body Control оказывается немного жестче обычной версии. Кроме того, S-класс получил в прямом смысле боковое зрение. Радары отслеживают не только положение попутных и встречных автомобилей, но и поперечных, а также пешеходов и даже собак. В общем, любые объекты, которые могут оказаться на пути. В случае необходимости машина берет ситуацию под свой контроль, в том числе с применением экстренного торможения до 0 км в час. Более того, при некоторых обстоятельствах, если сместиться, к примеру, из своей полосы вправо или влево, машина начнет выравнивать автомобиль обратно на траекторию. Ну, в общем, она считается, конечно, она помогает. Нет, сама она не будет управлять. Но в Мерседесе сознали, что, например, на скорости до 30 км в час машина позволяет вообще не держать руль руками. Она будет немножечко корректировать движение, она будет тормозить и разгоняться в случае необходимости. Пожалуйста. Все системы продолжают работать и в темноте, в том числе ночного видения, которое также распознает автомобили и пешеходов, подсвечивая их на экране красными прямоугольниками. Пока все эти разработки являются только ассистентами, но инженеры шутят, что уже через 10 лет S-класс может быть полностью автономным. Впрочем, таковой существует уже и сейчас, просто законы и общество пока не готовы к его использованию. В интерьере у дизайнеров стояла достаточно серьезная задача сделать так называемый вау-эффект. И они отчасти этого добились. С одной стороны, конечно, дизайн интерьера достаточно консервативен, в общем, это Mercedes S-класса. А с другой стороны, все элементы здесь как бы подвешены в воздухе, а сзади создается специальная ambient подсветка, которую еще и можно изменять в меню.
Создается такой же эффект, как в телевизорах Philips. Подсвечиваются даже контуры задних кресел. Чтобы добиться мягкого свечения, в интерьере использовано около 300 светодиодов. Кстати, 222 стал первым автомобилем, в котором вообще нет ламп накаливания, как снаружи, так и внутри. А еще здесь впервые применен подогрев подлокотников и центрального тоннеля. Есть ли недостатки? Ну, конечно, есть. Удобство управления мультимедией, пусть даже на двух высококлассных 12-дюймовых дисплеях, оставляет желать лучшего. Как тебя выключить? И несмотря на суперграфику элементов меню, анимацию и даже видео-вставки, нужно быть настоящим гением, чтобы заставить работать свой телефон. Сзади, как всегда, шикарные сиденья, прекрасная подушка и куча мультимедиа устройств. Правда, управлять ими можно только через пульт. Никаких кнопок нету. А учитывая любовь россиян всегда терять что-нибудь, можно остаться без задней мультимедии. У кресла есть специальное положение, как в самолете. Можно сделать полулежачую посадку. Для этого, правда, придется подождать, пока переднее кресло полностью уйдет вперед. Процесс не быстрый и занимает без малого 1 минуту. К тому же вернуть все назад одной кнопкой не получится. Нужно делать множество регулировок. Третий столб — скорость. В Мерседесе 222 кузов называют самым спортивным S-классом за всю историю этой модели. И это похоже на правду. Не знаю, кто будет гонять на такой машине, но если есть желание, пожалуйста. Здесь 700 ньютон-метров крутящего момента и почти 1500 лошадей. Разгон S-класс не замечает. Первую сотню набирает за 4,8 секунд. На дуге валик сиденья надувается, тем самым компенсируется наклон тела. S-класс не стал пионером в этой технологии, раньше это уже было применено в SL, но все равно интересно, особенно для такого седана. Небывалых высот удалось добиться и в аэродинамике. Наша версия S500, которая, наверное, будет самой популярной, имеет коэффициент лобового сопротивления 0,24. Это просто фантастика. Если присмотреться, аэродинамикой тут пропитаны многие элементы. Плоским сделано не только днище, но и некоторые детали подвески. Кузов получил еще больше алюминиевых запчастей и в целом сбросил 100 килограммов лишнего веса. В передних фарах использованы 112 светодиодов с возможностью адаптивной подсветки поворотов, а также препятствий на дороге. Сзади их 70, а всего по машине более 500. Каждый раз многие сомневаются, что Mercedes сможет придумать что-то еще, переплюнуть свой результат. И каждый раз у немцев оказывается новый рояль в кустах. Все богатеи страны уже выстроились в очередь за новым Mercedes. Крупные предприниматели, видные чиновники, олигархи. Мы подсчитали, во сколько обойдется первый год владения новым S-классом, и вот что получилось. Все обязательные расходы, полисы КАСКО и ОСАГО, транспортный налог и техническое обслуживание мы сложили с потерей стоимости машины за год и расходом топлива за этот период. Итого 1 903 088 рублей. Таким образом, 1 километр пути стоит 76 рублей 12 копеек. А это значит, что поездка на работу обойдется владельцу в 1903 рубля. Как 3 билета на посещение оружейной палаты в Московском Кремле.